Добрый вечер, это «Якутия в деталях», с вами Ирина Ефимова. Великий русский классик Иван Бунин в свое время сказал: человека делают счастливым три вещи – любовь, интересная работа и возможность путешествовать. Причем самым трудновыполнимым традиционно считается именно последний пункт. Путешествия, особенно заграничные, в голове у большинства людей сопряжены с такими финансовыми затратами, которые далеко не каждый может себе позволить. Однако наш гость уже 33 года путешествует по всему миру практически бесплатно. Автостопом и на дешевом наземном транспорте, без помощи гидов и турфирм, не пользуясь хостелами и гостиницами. Таким образом, он объехал 150 стран и все регионы России, делится своим опытом в блоге, лекциях и книгах. Сегодня в гостях нашей студии Антон Кротов, путешественник и писатель. Добрый вечер, Антон. Да, здравствуйте. Антон, в первый раз вы в Якутск приехали в 96-м году автостопом в ходе путешествия в Магадан. Точно. А на этот раз автостопом приехал? Нет, на этот раз уже не автостопом. Я прилетел на самолете из Красноярска, потому что я тороплюсь скорее попасть на Зимник, пока он у вас не растаял. Так что мне нужно уже послезавтра выезжать из Якутска на Уснеру, Зырянку, Среднеколымск, Черский, Билибино. Пока у вас не началось таяние зимников, я поскорее туда. А в марте я еще был в Австралии, так что я бегом из Австралии тоже пришлось на самолете прилететь в Москву, переодеться и к вам. И теперь уже, наконец, автостопом на Зимник. Угу. А дальше цель какая? Ну, я просто проехать в северный город Певек. Это самый северный город России. Вот я уже столько путешествую, а в самом северном городе России пока что не был. Так что нужно исправляться, ехать в Билибино и Певек, не тянуть же дальше. Вы искали в своем блоге также людей из Уснеры, из Зырянки, Среднеколымска. Да, конечно. У кого можно остановиться, нашли? Я думаю, что из Зырянки и Среднеколымска еще никого не нашел, но они найдутся по ходу дела. То есть понятно, что всегда есть пожарка, кочегарка, что-нибудь да найдется. Школа, я думаю, что что-нибудь найдется в любом из этих населенных пунктов, когда я поеду. Все-таки не первый раз путешествую, не первый год, найдется. А если кто-то мне потом напишет, позовет, я буду только рад. Но вот если про Бунина, да, с которого я начала, работа, любовь, возможность путешествовать. С путешествиями у вас все в порядке, а как вот дела с семьей и с работой? Значит, я работаю только на себя, у меня нет начальника, я тружусь на себя, я пишу свои книги, издаю свои книги и продаю свои книги. Вот как раз такие вот книги, которые я вам показываю. Я их пишу, издаю и продаю. Занимаюсь этим уже с 95-го года, то есть уже почти 30 лет. В этом году 30 лет будет моей книжной деятельности. А на других людей я не работаю. А что касается супруги, есть у меня Катерина Боярова, я ее привозил в позапрошлый раз в Якутию. И, может быть, даже и где-то выступали мы вместе в телестудии. Это был 2018 год. Вот. Моя супруга тоже любит путешествовать и была со мной в 50 разных странах и во многих регионах России. Но она не может ездить постоянно, она все-таки устает. Поэтому она ездит иногда. Вот мы зимой были в Индонезии с ней, Таиланд, Малайзия, Индонезия. Сейчас она пока в Москве. Ну, а потом, я думаю, опять ко мне присоединиться к какому-нибудь еще интересному путешествию. Вы еще пишете, что расходы в вольном путешествии примерно равны расходам в обычной жизни. Верно, конечно, ничего не поменяется. Конечно, человек от своих собственных привычек никуда не денется. Кто привык жить экономно у себя дома, в Москве или в Якутске, тот и в путешествии будет жить скромно. А кто привык буржуйствовать и тратить там, не знаю, 100 тысяч в месяц на какую-нибудь ерунду, он и в путешествии столько просадит. Потому что нету ни минимума, ни максимума, который человек имеет возможность потратить. Ни низа нет, ни верха. 33 года в путешествиях, это вот за вычетом какого-то времени дома или это непрерывно? Нет, не непрерывно. Я появляюсь дома. Последние 10 лет я где-то в среднем 2 месяца в году нахожусь в Москве и 10 месяцев я в дороге. То есть, как вот у северян обычно 10 месяцев работа, 2 месяца отпуск, у меня тоже примерно 10 месяцев путешествия, 2 месяца я в Москве. Но не подряд, а пунктиром, урывками. То есть я летом с большей вероятностью меня можно застать будет дома в июне. У нас в июне проходит лесной трезвый сход вольных путешественников. И я почти каждый год его организую, там участвую, там выступаю. И питерский трезвый сход тоже, я тоже стараюсь на него попасть. Поэтому в июне будет период, когда я буду вообще крутиться между Москвой и Петербургом достаточно плотно. Вот, кстати, о трезвых сходах. Все-таки автостоп у многих очень в голове сопряжен с опасностями. Да? Это такое нечто маргинальное, даже отчасти. Это обязательно алкоголь.
Ну, вот такой стереотип есть. Но это стереотип у читателей газеты «Криминальная Якутия». Вот откроете, там написано, там 2 женщины изнасиловали 3-ю женщину, 1 актер зарезал другого, все это по пьяни происходит. Поэтому, ребята, остерегайтесь пьянства. От пьянства возникает треть проблем примерно в России вообще и в Якутии в частности. Так что нужно всячески остерегаться пьянства, потому что оно приводит к преступлениям, к всевозможным неприятностям. И в том числе и в путешествиях тоже не пьянствуйте. С людьми, которые ведут нетрезвый образ жизни, не вступайте в деловые взаимоотношения. Тем более с ними не путешествуйте. Все у нас мероприятия трезвые, лесные трезвые слеты, путешествия. У нас есть «Дом для всех», такой проект, там тоже все трезвые. В поездатый трезвый Новый год, в поезде или в пароходе мы отмечаем Новый год. Все это только трезвые мероприятия. Все пьяницы, пожалуйста, оставайтесь у себя дома, к нам не приклеивайтесь. Про «Дом для всех», кстати. Угу. Расскажите. Значит, «Дом для всех» — это такой кочующий проект, он уже длится 20 лет. В каком-то городе мира мы снимаем квартиру или дом, это я снимаю или кто-то из моих друзей, мы снимаем квартиру или дом, куда может приехать каждый человек, если он соблюдает, опять же, трезвость, имеет спальный мешок, коврик, соблюдает остальные правила дома. И все такие дома возникают на определенный срок, от 2 до 6 месяцев. Первый такой дом был в Иркутске, потом был в Аше, потом в Каире, потом в Владивостоке, потом в Архангельске, потом в Душанбе. И вот, например, этой зимой был «Дом для всех» во Вьетнаме. Буквально 3 дня назад мы его закрыли. За 2 месяца там пожило 102 человека. Потом, сейчас у нас работает «Дом для всех» в Пакистане, в долине Сват. Потом он закроется 30 июня, будет «Дом для всех» в Норильске. Туда тоже каждый может приехать, кто хочет. Для этого не надо быть там членом нашего клуба, не нужно какие-то взносы платить. Каждый, и пионер, и пенсионер в 20 лет, и в 90 лет может приехать. Норильский дом работать будет до сентября. А на следующую зиму у нас «Дом для всех» уже в Буэнос-Айресе запланирован, это Южная Америка. А следующее лето уже Алматы и так далее. Мы заранее, за 2-3 года, увешиваем все планы домов для всех ВКонтакте, в группе «Академия вольных путешествий» и приглашаем всех желающих, кто хочет поучаствовать, пожить совместной жизнью с другими путешественниками. Там есть совместное дежурство, кто-то дежурит каждый день из вас, кто-то готовит еду, встречает новых гостей. Там тоже можно оставить любое пожертвование на развитие дома, можно ничего не оставлять, можно оставить пожертвования. Также можно прочитать лекцию о путешествиях. Такие дома для всех — это место сбора, соединения путешественников из России, а также из других стран тоже приезжают люди. И вот в таких домах для всех, когда мы живем, мы там объединяемся, меняемся опытом и используем «Дом для всех» как базу для исследования этого региона. И уже больше чем 80 раз такие дома для всех возникали в разных городах, в заранее назначенных местах. Там и Владивосток, и Стамбул, и Мехико-Сити, и Никарагуа, и Мадагаскар, и разные другие города и страны, Индонезия, и российские города. Во многих местах такие дома возникают. В 2022 году похожий проект был в Якутске. Вы провели почти Это другой месяц. проект, да. Это проект назывался «Дом хороших людей». Он отличался от «Дома для всех» тем, что люди заранее заявлялись и заранее вносили деньги на аренду жилища. Этим «Дом для всех» отличался от «Дома хороших людей». То есть ограниченное число людей. У нас там пожило человек 15, и мы жили здесь, в Якутске, и изучали ваш край прекрасный. Ездили в Вилюйск, Алекминск, Ленск, Мирный, Покровск. В общем, хорошо было, конечно. На Исаах ездили. Очень хорошо было. Да, вы после этого писали, что больше погрузились в национальную культуру якутов. Да, нам понравилось. Вообще понравилось. Тут хорошо, особенно летом у вас хорошо. Зимой не очень, а летом вообще прекрасно. Так что я жителям не советую уезжать в отпуска на юг. У вас единственный период нормальный, тут июнь-июль. А люди почему-то уезжают в отпуск в единственный период, когда у вас жить можно. Вы лучше зимой уезжайте на полгода, а летом тут оставайтесь. Автостоп, как ваш основной способ передвижения, он как-то изменился за вот эти годы ваших путешествий? Конечно, стало проще, легче ездить. В 96 году, вот я описывал в книге «Автостопом по России», мы с Якутска на Магадан 2 недели ехали. Сначала неделю до Хандаги на барже, и потом с баржей с Хандаги еще неделю ехали до Магадана. А баржа тоже автостопом бесплатно? Конечно, бесплатно, разумеется, бесплатно. Как же еще? Вот, конечно, бесплатно. Потом неделю ехали до Магадана. Мостов не было, реки вброд, деревянные гнилые мосты уже все разрушились, через Аймекон ехали. Прошло 30 лет, и вот сейчас вот из Магадана ехал, я не сейчас, а в 22 году, за 3 суток с Магадана до Якутска прямо долетел. Можно хоть на «Жигулях» ехать, хорошая дорога, один только паром. И все, 2 парома здесь вот и под Хандагой. Вообще шикарная дорога сейчас. Перевалы там расширили все, то есть дороги стали лучше, машин стало больше, люди стали богаче. То есть за 30 лет вообще шикарно поменялось. В Якутске какие-то бараки поисчезали. Сейчас раньше был такой прикольный город с этими двухэтажными бараками, сейчас их меньше гораздо стало. Так что в целом
жизнь наладилась, стало веселее жить, но, конечно, еще в некоторых глухих уголках нашей страны есть еще и какая-то такая старая советская и досоветская даже экзотика еще есть. Так что я надеюсь, что-то из этого встретить сейчас в этой поездке по Зимникам, в каком-нибудь там Среднеколымске, Зырянке, какой-нибудь уголок, который не поменялся за 30 лет, за 50 лет посмотрю, пофоткаю, порадуюсь. А сколько приходилось ждать на трассе попутную машину? Ну, вообще не очень долго. Самое долгое было на Вилюйской трассе под Мирным, потому что мы ехали втроем, а в тройке вообще нераздельной тройкой ехать вообще не положено. У меня было двое ребят молодых, там 15-16 лет, и мы ехали втроем, и мы стояли под Мирным. Ну, часов 8, наверное, стояли. На Колымской трассе в 96 году были случаи, там больше, чем по суткам стояли, больше, чем по суткам. А рекорд вообще в Судане 4 суток я ждал. Ну, и не только я, мы с друзьями ждали 4 суток, не было транспорта. Это был 99 год, это Судан, под городом Донгола. А так вообще имейте терпение, и все машины обязательно появятся. И на Зимниках тоже, я понимаю, тоже будет какое-то ожидание, но нужно одеваться потеплее, уметь ждать. Говорят, самое сложное — проходить города, потому что там начинаются таксисты. Ну, знаете, у вас такие маленькие города в Якутии, что их пройти совершенно несложно. Пройти, конечно, Каир или Бангкок будет сложнее. Пройти Каир, Бангкок, Джакарту или Токио, или Нью-Йорк. А пройти города, как Уснера, пройти Уснеру или же там Симчан, или, например, Мирный, это не так сложно. Так что как-то справитесь. Ну, мы же не только по Якутии. А по Якутии, ну да, конечно, бывает, что где-то пользуешься общественным транспортом. Такое тоже не запрещено. Пожалуйста, придется воспользоваться там метро, там автобусом. Нет, какие-то хитрости при прохождении больших городов? Никаких особенных нету, но лучше не въезжать в город слишком поздно вечером, потому что сложно будет найти ночлег. Если вы хотите в городе ночевать, лучше приезжать в большой город пораньше. Если это огромный мегаполис, если это Москва, Токио, Стамбул, Кабул, лучше не приезжать слишком поздно. Лучше ночевать в маленьком городе перед большим городом, потому что чем больше город, тем труднее там находить ночлег. А вот вы не пользуетесь гостиницами и хостелами. Понятно, что города, эти дома для всех, они тоже это редчайшее явление, конечно. Не везде, а как? В каждом городе мира можно найти ночлег, в каждом городе, в каждой деревне. Об этом я пишу в книге «Практика вольных путешествий». Всегда есть церковь, мечеть, буддийский монастырь, школа, пожарная часть, центр детско-юношеского туризма, сельсовет, какие-то еще пролетарские заведения, где пролетарии, просто там, не знаю, автомойка, автозаправка, да что угодно, где горит свет, там, конечно, можно и переночевать. Главное, не слишком поздно. Где горит свет и где есть люди, да? Там, если уже спят, не надо людей других будить. Вот так. А так, где угодно. Хоть в бане, хоть на сеновале, хоть в местной придорожной столовой, хоть в каком-нибудь там особняке. Вот. Где угодно люди могут вас пустить в самые разные места. Главное, чем больше вы сами приносите людям добра, чем больше вы сами у себя людей пускаете ночевать, тем легче вам находить ночлег в каждом городе мира, где угодно. И в том числе и в Ленске, и в Алекминске, везде все находится. А если я где-то лекцию провожу, то тем более люди меня приглашают после лекции, это вообще никаких проблем нет. А что самое важное в подготовке к длительному путешествию автостопом? В подготовке вообще нужно иметь постоянство намерений и не забить на само путешествие, когда человек, потому что бывает, занимается подготовкой, потом никуда не едет. Главное иметь постоянство намерений. Запланировали выезжать там 3 апреля и выезжаете 3 апреля. А не смотрите, ой, сегодня холодно, сегодня не поеду, сегодня дождь не поеду, сегодня тепло не поеду. Решил ехать, едь, если заранее запланировал. Так что важно, самое главное, постоянство намерений. Остальное все уже не так важно. Остальное все, если у вас постоянство намерений есть, остальное все уже приложится. Паспорт надо брать с собой и мозги. Паспорт и мозги, да, это паспорт и мозги, конечно. Самое главное. Еще кипятильник. А остальное уже там, спальный мешок. Зависит уже от настроения, от того, что у вас вообще есть при себе. Конечно, рюкзак, а не какую-то там, не знаю, не сумку клетчатую. Ярко одеваться, чтобы вас было видно издалека. А главное иметь терпение и постоянство намерений. А вот о том, что нужно водителя в дороге развлекать обязательно. Как его развлекать? Он сам тебя развлечет, потому что водитель самому хочет что-то тебе рассказать. Развлекать его не надо, устраивать представление с куклами. А так понятно, что
что с водителем мы общаемся и с интересом слушаем его истории, которые он накопил за 20 лет водительского мастерства. В основном водитель будет что-то рассказывать, вы будете слушать. Но можете и сами рассказать, если вдруг водитель заинтересуется вашей жизнью. А так, в основном, они сами все рассказывают. Особенно северные водители, у них много разных интересных историй, которые вы нигде там даже не услышите иначе. Редкие истории. В 33 года путешествий, вам 49 лет, путем нехитрой математики, значит, в 16 лет 15 активно начал путешествовать, 15 лет, 91 год, в 15 лет активно начал путешествовать, и вот с 15 лет активно езжу. Сначала по Советскому Союзу, потом развалился по его частям, потом уже по другим странам, более теплым. А в 15 лет в первый раз вот вы поехали там с кем-то? Нет, конечно. Из ровесников никто не хочет. Вообще к путешествиям склонен 1 из 1000 людей. Поэтому на всю школу я был только один такой, который интересовался путешествием. Никто из моих ровесников и людей-одноклассников, никто из моих людей-соседей по двору, конечно, не интересовался путешествиями, как я их активно не звал. Поэтому все, конечно, поездки в Ленинград, Минск, Киев, Горький, Харьков, Свердловск, все я ездил один первые 2 года. Потом уже я решил искать себе попутчиков, соратников, друзей и коллег в разных других городах и других сообществах. А среди моих сообщников, с моих соратников, моих друзей никого не было, кто бы хотел путешествовать в то время. Потом постепенно с 93-го начал находить себе друзей, именно интересующихся путешествием. В 91-м, 92-м никого не было. Но все равно многие считают, что путешествие автостопом это небезопасно. Да, вот почитайте газету «Криминальная Якутия». Жить в Якутске опасно, умирают все. Вот, это благодаря какие-то специальные меры предосторожности? Не читать, не слушать средства массовой дезинформации, не смотреть телевизор, не читать газету «Криминальная Якутия» и «Жизнь Якутска». Вот это вам самый главный совет. Потому что человек, который начинает погружаться в жизнь журналистов, средства массовой дезинформации, он видит, что постоянно происходят всякие неприятности. Потому что журналисты специально их ищут, по всей земле ковыряют неприятности, чтобы напугать своих зрителей, слушателей и читателей. Вот так. А так, если вы ведете трезвый образ жизни, если вы аккуратны, не выбегаете там, не знаю, 15 мая на лед, чтобы сквозь него провалиться, то у вас будет все с большой вероятностью не хуже, чем дома. То есть путешествие не опаснее, чем обычная домашняя жизнь. Здесь тоже может сосулька упасть на голову, и в дороге может упасть, но дома вероятность сосулек больше. У вас есть последователи и ученики. Что самое важное вы им стараетесь передать? Постоянство намерений. Если вы чего-то делаете, делайте это и дальше. Сохраняйте постоянство намерений. Это самое главное. А остальное все уже мелочи, конечно. Есть какие-то бытовые вещи, там как одеваться, как куда ехать, визы, погранпереходы, уже зависит от страны. Там, не знаю, секреты парохода стопа, локомотива стопа. Все это есть. Но самое главное — это постоянство намерений. Если вы делаете то же самое, что вы делали 10 лет назад, и будете делать это же через 10 лет, то вы преуспеете в своем деле. Если вы согласны сами с собой. Если вы как флюгер постоянно меняете свои планы, свои направления движения, то не преуспеете. Надо иметь терпение и постоянство намерений. Не только в путешествиях, в любом деле. А какие страны у вас еще остались в списке? Ой, да много осталось. Я был в 150 странах, то есть примерно 50 стран осталось. Из больших, вот одна Канада из больших. Остальные все более маленькие. Ну, все страны Океании почти остались. Там, кроме Папуа-Новой Гвинеи и Вануату, осталось в Азии 2 страны. Кувейт и Йемен. Вот не был пока что в Кувейте и Йемене. В Евразии все остальное уже сделано. В Африке осталась пачка стран. Осталась вот Канада из американских, Колумбия, Панама, Венесуэла. Ну, в Колумбии я был только в одном городе, надо еще побывать. Так что и страны Океании, Карибского бассейна. Ну, я не знаю, посещу ли их все или нет. Но есть такая цель? Нет, такой цели нет. Ну, была бы цель, посетил бы уже. Если побегать по всем странам, можно перелетать на самолете. Просто можно по всем странам просто на самолете прилететь и все, не посмотрев ничего, кроме там столичного города. Но я думаю, что вот для жителей Якутии самое интересное было посмотреть, скажем, все улусы Якутии, например. Это вот интересно, если среди зрителей такой хороший человек, который все улусы Якутии посмотрел. Я вот, например, был во всех регионах Российской Федерации. У меня есть такая книга «От Калининграда до Надры». Был во всех регионах России, от самых западных до восточных, 89 регионов. Но это тоже редкое достаточно явление. Редко, чтобы кто-то был во всех регионах России. Поэтому, прежде чем думать все страны посетить, съездите во все улусы Якутии, потом съездите во все регионы России, потом будете про все страны мира думать. Путешествия дают возможность увидеть мир с разных точек зрения. А какой самый неожиданный или разрушивший стереотипы опыт?
Но у меня не было сначала стереотипов, когда я начинал путешествовать, поэтому и разрушать-то особо было нечего. А так, люди, конечно, которые путешествуют и снабжены дезинформацией, что нас окружают плохие, вредные люди, они удивляются, что люди оказываются тем лучше, чем хуже о них изначально говорят. Едешь в любую страну и говорят, что там будет плохо. Едешь, например, на Кавказ, там скажут, там, не знаю, осетины будут ругать, скажем, грузин, грузины будут ругать армян, армяне иранцев, иранцы пакистанцев, пакистанцы индусов. Потом будешь ехать обратно, индусы будут ругать пакистанцев, пакистанцы иранцев, иранцы армян, значит, иранцы будут армян, армяне грузин, грузины осетин и так далее до Москвы. А все самые беды, конечно, от москвичей. И в итоге, постепенно путешествуя, видишь, что все эти сказки народов Кавказа и дальних стран оказываются ложными. То есть, чем больше какой-то регион ругают, тем класснее там все оказывается, тем прикольнее, интереснее там тебе встречаются люди. Ну и в целом ты встречаешь таких людей, к которым сам готов. То есть, люди там, ну, пьяницы встречаются больше с пьяницами, люди там более добрые, к ним присоединяются более добрые люди и так далее. Так что мир такой, каким мы его сами сделали. И не верьте тем, кто скажет, что нас окружают какие-то плохие люди. Люди никак не хуже, чем мы сами. А сами путешествия вот сегодня, спустя 33 года, по сравнению с тем, что они значили для вас тогда в 15 лет, изменились они? Но путешествия стали очень простыми сейчас стали. Сейчас стало гораздо проще, чем раньше, благодаря изобретению интернета, телефона, всех средств коммуникации. Можем узнать про любую страну, как получаются визы на Соломоновы острова. Можем узнать прямо сейчас, не выходя из Якутска. Не обязательно ехать в ближайшие страны и там спрашивать, где есть посольство Соломоновых островов. Можем узнать, в каком состоянии Зимник, позвонив куда-нибудь там в сельсовет Зырянки. Можем посмотреть форум водителей. Можем узнать, как сейчас относятся к путешественникам там в Гвинее и Конакри, просто посмотрев в интернет. Так что многие вещи мы можем узнать заранее. Этого не было раньше. Можем отправить наше там видео или фотографию, прямо сфотографироваться, и нам это видео посмотрят 1000 людей в этот же день в других точках мира. Это очень прикольно. То есть путешествовать стало проще, дорог стало больше, люди стали богаче, быстрее стало ездиться, мосты появились, дороги появились. Все, пожалуйста, до Магадана 3 суток вообще летаешь. Нет, я говорила, спрашивала о том, что означает путешествие для вас. Вот ваше восприятие путешествия изменилось или нет? Я сильно не поменялся. Мир поменялся, я сильно не поменялся. Мне не о чем меняться. Мне нравится смотреть мир и рассказывать о нем людям. Просто благодаря средствам коммуникации я могу рассказать это большему числу людей. Через свои книги, через интернет, через свои лекции я рассказываю большему числу людей об устройстве окружающего мира. Раньше только голосом рассказывал, сейчас технические средства в этом помогают. И я так особо не поменялся. Может, борода стала более седой, а так ничем особо не поменялся. Ни внешне, ни внутренне. А какие-то люди, может быть, встречались вам в путешествиях, которые как-то кардинально изменили ваше мировоззрение? Нет, мне поменяться как-то не нужно. Я сам чувствую, что уже все нормально. Самодостаточно. Нас нормально. Но есть люди, которые действительно очень классные встречаются. Тоже из друзей, из путешественников. Есть там Владимир Петрович Несин, который босиком ходит по всему миру. Ему 75 лет, ходит по всему миру пешком, босиком. Был тоже, как я, примерно в 150 странах. Бывший учитель физкультуры, вышел на пенсию, начал путешествовать. Есть, скажем, такой Владислав Кетов, который объехал на велосипеде весь мир, всю Землю, не только там по экватору, но вокруг, по периметру континентов Азии, Африки, Америки. Есть и другие интересные люди, путешественники. Есть там слепой путешественник Владимир Васкевич. Есть полностью слепой и глухой, например, Тони Гиллес из Англии, который слепой, глухой, с пересаженной почкой, путешествует по множеству, больше чем 100 стран. Есть 91-летний Леонид Кузьмич Прохоров, который без телефонов, без гаджетов, без интернета, без кредитных карточек ездит по всему миру и всюду получает всякие неприятности, его сажают в тюрьмы, его депортируют из разных стран, продолжает путешествовать, ему 91 год. Но в этом году его в первый раз не обокрали, это была Мьянма. Так что есть люди, встречаешься с такими людьми и понимаешь, что наши все трудности, они все незначительные по сравнению с тем, которые преодолевают эти люди. И от этого сам увеличиваешь свою устойчивость и настойчивость. Вот вы сказали, что к путешествиям в таком смысле склонен вообще очень маленький процент людей. Да, 10 тысяч примерно, так и есть. Да. То есть на Якутск может быть человек 400. И они уже все, наверное, на вашей лекции были. Неизвестно. Неизвестно, ведь каждый год вырастает новое поколение, а старое перестает быть активным. Поэтому с каждым приездом в Якутск появляются новые люди в мире путешествий, а другие люди или уезжают из Якутии, или они каким-то образом перестают быть активными. Поэтому с каждым приездом знакомлюсь с новыми людьми.
А как Якутия поменялась за вот это Да я время? уже говорил, все разбогатели, разбуржуились, бараки пропали, почти в Якутске исчезли, дороги улучшились. Вообще жизнь за 30 лет сильно стала веселее. Но не только в Якутии, это касается и других регионов. То есть в целом мир улучшается в плане бытовом. А люди примерно такие, что есть в бытовом плане мир улучшается, а внутри люди примерно такие же остаются, какие были там, может быть, и столетия назад. Что нам людям-то меняться? Ничем особо не поменялись, ни лучше, ни хуже. Но вы путешествуете вот по всему миру, и наверняка же не везде знают английский. И русские не везде знают, и якутский не везде знают. Конечно, не в каждом регионе свой язык. Понятно, там Север Африки это арабский, там Латинская Америка это испанский. Понятно, что... Но вот как вы с ними Вот находите общий изучаем язык? местные языки, поэтому нужно, конечно, для Индонезии учить индонезийский, для Южной Америки испанский или португальский, но лучше испанский, они близки, испанский, португальский, в Эфиопии амхарский, а в Иране и Афганистане фарси. Но если вы знаете хотя бы 100 слов там на фарси, то вам будет вообще хорошо. И в Афганистане, в Иране вы свои все бытовые нужды сможете объяснить. То же самое, если вы знаете арабский, то все 20 с гаком арабских стран, начиная от Марокко и Мавритании, кончая Ираком и Иорданией, всюду вас будут более-менее понимать. Вы учите сотню слов. Не хотите сотню, вы учите 6 полезных слов. Хотя бы с них начните свою разговорчивость. Так, хорошо, какие это 6 слов? 6 Здравствуйте, слов. спасибо. Нет, конечно. Первое слово «бесплатно». Второе слово как будет «можно». Третье слово как будет «прямо». Четвертое слово как будет «есть». Пятое «спать». Шестое слово «здесь». 6 полезных слов. Вот. Можно, бесплатно, прямо, спать, есть и здесь. 6 полезных слов. Они дают 720 комбинаций, 720 основных человеческих потребностей. Поэтому, выучив хотя бы 6 слов, вы сможете уже общаться и с японцами, и с китайцами, и с индусами и так далее. Ну и всегда есть жесты, улыбки, какие-то международные слова. На бумажках можете записать полезные вам какие-то слова. Ну и на крайняк говорить с ним по-русски, какие-то слова совпадут, и люди поймут по интонации, о чем речь. Ну и сейчас уже можно в телефон закачать оффлайн переводчик, например, с какого-нибудь там тамильского, сингальского или там пушту. Если вы вдруг не хотите учить пушту, не хотите учить сингальский, вы закачаете в офлайн в телефон уже эти слова. Если вы что-то совсем уже не понимаете, то вы сможете с помощью телефона перевести эти слова в одну сторону и в другую. Мгм. А что делает путешествие по-настоящему значимым и запоминающимся? Это вот места, люди, приключения, еще что-то? Запоминающимся путешествие делать его, наверное, продолжительность. Ну и тем более, что в путешествии каждый год идет, когда же день идет как 5 или 6 дней, неделя как месяц, а месяц как там полгода, например. Так что это делает путешествие важным. Если ты путешествуешь полгода, как несколько лет, проведенных дома. А плюс еще встречи с интересными людьми, которые вам могут быть важны. Вы не знаете, что такие люди есть, вы с ними встречаетесь, как-то с ними общаетесь, записываете или запоминаете их интересные случаи, их интересную жизнь. Ну и плюс еще понимание, что Всевышний поставляет нам все необходимые события, людей, транспорт, жилище. Все понимаем больше, как всем нами руководит Всевышний Бог. Он руководит нами и посылает нам все самое лучшее. Главное иметь, опять же, терпение. Так что ощущение того, что ты находишься в руках Всевышнего Творца, это очень важно. Как раз ты больше почувствуешь в путешествии, чем дома. Потому что ты не знаешь, что тебе подгонится через полчаса, а тебе как оп, и что-то интересное тебе приходит от Бога, от судьбы. Это очень классно. А какая страна самая сложная в плане автостопа, а какая самая простая? Самая сложная, конечно, Северная Корея. Туда нельзя ехать автостопом, туда только можно ехать за деньги. Ну, я сделал исключение для Северной Кореи, поехал туда за деньги. Туда ездишь за деньги, тебе показывают, это статуя Ким Ир Сена, статуя Ким Чен Ира, это там музей, это колхоз, музей и так далее. Все тебе покажут северные корейцы, но за твои деньги. Там в гостинице нужно будет ночевать. Так что самая сложная Северная Корея. Из других стран маленькие тоже сложные, там некуда ехать. Например, на Мальдивах некуда ехать автостопом или, например, какой-нибудь Лихтенштейн. А остальные страны большие, там, в принципе, все можно. Но азиатские страны в целом, как правило, более гостеприимные, более радушные, чем европейские, как правило. И сложные для автостопа из больших стран — это Соединенные Штаты Америки. В Америке там сложнее автостопом, сложнее там с палаткой, все сложнее, больше ментовства, менты более внимательные, более вредные и останавливаются хуже на трассе. Там может и 500 машин проехать, и там 501 только остановится. Поэтому из Соединенных Штатов Америки в них путешествовать сложнее, чем, например, в соседней Мексике или там в Индонезии или там здесь, там, не знаю, на Дальнем Востоке.
Вот причины, по которым вы выбрали автостоп, я же так подозреваю, что это в том числе возможность именно страну или регион посмотреть изнутри, да? Мы смотрим, да, Не как действительно, турист. мы видим, у нас такой вид туризма, я и мои друзья видим как раз мир изнутри. То нас подвозит по трассе там человек с одним прошлым, то с другим, то мы ночуем там в доме у миллионера, то ночуем в хижине у папуаса, встречаем рассвет на разных берегах, и постоянно мы видим и большие города, и маленькие, и деревни, и фермы, и колхозы, и магазины, и такие вещи, которые обычная бытовая жизнь людей, которая может быть интересна, но не всем. То есть, может быть, я меньше смотрю какие-то именно понтовые достопримечательности, но зато попадаю как раз именно в гущу современной людской жизни. Рынки, базары, храмы, монастыри, мечети, какие-нибудь там деревни, огороды. Все это я смотрю внимательно, и мне нравится. Там жизнь папуасов, например, мне очень интересна жизнь папуасов. Я люблю папуасов. Папуасы тоже ко мне хорошо относятся. Но если я бы ездил бы с турфирмой, то я бы не увидел бы жизнь таких папуасов, видел бы только наряженных специально под меня на специальном этнографическом празднике. Так же вижу жизнь настоящую. Тогда, получается, в Северной Корее вы не увидели Ничего не жизнь видишь, да, там настоящую. невозможно увидеть настоящую жизнь, там не будет аромата настоящей жизни. В путешествии видишь аромат именно настоящей жизни, а в этом самом, там, в Северной Корее, это только декорация, это театр, который создают для туриста, для успешного его оплодотворения, из него денег извлечения. Вот так вот. Ну, из этих 150 стран и еще больше мест, вот наверняка же есть места, куда вы возвращаетесь. Да я во все страны возвращаюсь, почти все, кроме мелких. Во все возвращаюсь. И в Индонезию возвращаюсь, там суммарно 11 месяцев уже прожил. И Таджикистан тоже очень прикольный. Сколько раз я в Таджикистане был, еще раз бываю. И Киргизия. И Турция, и Марокко тоже, и Мексика замечательно тоже, и к вам уж который раз уже приехал. Так что во все регионы приезжаешь потом спустя несколько лет и видишь там что-то новое. И лучше уже насмотренность будет, уже лучше что-то увидишь. И в том же Афганистане. Был там при прежней власти, сейчас при новой власти поехал. Посмотрел, как сейчас с супругой мы съездили. Супруга тоже большое удовольствие получила от Афганистана. Или, например, едешь там спустя 30 лет в Якутии, тоже что-то меняется. Видишь еще и регион, и страну в контрасте всего этого исторического развития. Это очень интересно. Поэтому почти в каждую страну возвращаюсь. Будь то Америка, будь то Китай. В Китай приезжаешь в любой город, спустя 20 лет его не узнаешь, как китайцы все уже перестроили, переделали, провели там метро, новые поезда, новые небоскребы. Китайцы очень быстро переделывают свои города. За 20 лет уже поменяется так, что и не узнать. И Судан меняется тоже, и даже Эфиопия, и всякая даже азиатская и африканская глухомань, все меняется. А какие самые ценные уроки вы извлекли из своих путешествий, которые применимы в обычной жизни? Из путешествий у меня так нет какой-то разницы обычной жизни и путешествия. У вас же в путешествии. Да, очень важно помнить, что любая последовательность событий всегда правильна. Если кажется, что-то не так, что-то не происходит не так, нужно уметь ждать. Просто не дошла еще до конца. Это последовательность событий. Это важный урок, который я вам тоже советую как-то ощутить, понять. А вот в Якутию что вас заставляет возвращаться? Ничего не заставляет. Сейчас надо в Певек ехать по Зимнику. А Зимник, я думал, откуда? С Магадана ехать или с Якутска. И все советуют, с Якутска надо ехать. Наверное, оттуда пойдет завоз, и перегон машин тоже пойдет через Якутск. Больше транспорта будет отсюда. Так что я приехал к вам, чтобы поехать в самый северный город Певек. А в прошлый раз приехал, чтобы и по Лене проплыть, и вот этот Исаах посетить, и вот эти вот города всякие там, Нюрба, Мирный. А что бы из этого вы посоветовали посетить? А вам, всем жителям Якутии, советую, говорю, все ближайшие улусы посещать срочно, пока зима и реки еще стоят. Все съездить, быстренько съездите. В Вилюйск быстренько съездите. В Мирный, Ленск, пока можно доехать легко. Вот едете куда угодно. В Устнеру, все окрестные места. Сперва понятно, что Устнера, Вилюйск, Хандага и Нюрба, и Алекминск, и Ленск, потом уже Стамбул и Кабул, потом уже там Папуа-Новая Гвинея, там и Сан-Франциско. Начинайте с ближних мест. То есть понятно, что если вы по Якутии там ближайшие места не съездили, то куда еще дальние места ехать? Как раз вот сейчас, пока еще апрель, пока еще зимник стоит, пока что едьте по Якутии, а потом уже поменяется сезон, уже можете куда-нибудь еще. Хорошо, последний вопрос. Путешественники, которых
совсем немного процентов. Что их отличает, этих людей? Нет такого специального типа человека, как путешественник. Это только часть жизни. У человека может быть... Ну хорошо, какие качества... Нет одного. Путешественники очень разные. Говорю, есть слепые, хромые, есть старые, молодые, жены, дети, какие угодно путешественники. Это не какой-то специальный тип путешественника, как нет специального типа телевизионщика. Нет специального типа телевизионщика, что это специальный человек идет, порой, видишь, это телевизионщик. Нет такого. Это человек-телевизионщик, но он при этом еще что-то делает. Так и путешественник тоже может быть. Путешественник может быть и писателем, может быть и спортсменом, может быть и каким-нибудь финансистом, кем угодно он может быть. Так что путешественник — это не какая-то отдельная каста людей. Каждый человек может быть путешественником. Мужчина, женщина, пенсионер и даже инвалид. Любой человек может также быть и путешественником. Никак путешественники отдельными людьми не являются. Это просто дополнение к вашей еще какой-то другой жизни. Вы можете делать все, что угодно, и при этом дополнительно посмотреть мир, получить необходимый опыт для своих каких-то еще видов деятельности. Поэтому путешествуйте, посмотрите Якутию, Россию и весь мир, и будет вам от этого счастье. Спасибо. На здоровье. Это была программа «Якутия в деталях». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас на телеканале «Якутия-24» по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.